Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Мы начинаем его вот в этом чистом поле в районе поселка Кельдянцы. И сегодня, как это ни странно, у нас речь пойдет о рыбалке. Можно даже сказать, что это, скорее всего, уже такое закрытие рыболовного сезона, потому что на дворе уже осень, впереди у нас долгая зима. И вообще я думал, что рыбалку я закрыл уже где-то пару недель назад на поездке на реку Белянка. Но тем не менее, такой хороший случай подвернулся. И сегодня мы с вами рассмотрим такой вид туризма рыболовного, как поездка на вертолете. Мы на вертолете планируем добраться до реки Тумара и там порыбачить в течение дня. То есть пройдем те километры, которые обычно, например, требуют большое длительное время. То есть вы должны на автомобиле добраться до точки спуска лодки на воду и потом уже непосредственно на самой лодке в течение дня-двух идти вверх по течению реки. Ну а сегодня все это мы сделаем всего лишь за один световой день. Сейчас мы ожидаем вертолет, он должен прибыть, и мы такой замечательной компанией погрузимся в него и полетим на рыбалку. Так, ну что, мы видим, приближается вертолет. Что, улетят, да? Улетят. С вещи могут улететь. Ну что, вот мы уже находимся на берегу. Вообще, вот посмотрите на все вещи. Ну, плюс у меня еще там пакет небольшой есть. Но, грубо говоря, это вот вещи, которые я взял с собой на горную реку, на рыбалку. То есть вертолет позволяет взять с собой минимальное количество вещей, но я говорю это на дневной поездке, то есть на один день. Конечно, если вы отправляетесь ночевой, то, я думаю, без палатки, без спальника, конечно, не обойтись. Но, тем не менее,
вот такой вот скоростной режим, то есть быстрый, да, то есть ты приехал, порыбачил, уехал. То есть вполне можно было, по идее, только взять с собой спиннинг и снасти, ну и плюс перекус. Все. Как бы минимум вещей, в общем. Сейчас самое главное, нужно собрать спиннинг. И начать рыбалку. Спиннинг, я думаю, возьму. У меня их с собой вроде 2 или 3. Вот такой универсальный тест. 50-120 грамм. Длина 2,5 метра. Так. Как раз, чтобы с берега можно было хорошо забрасывать, и такой не сильно короткий спиннинг. В поездке на Белянку я очень скучал по этому чехлу, потому что нужно было взять минимум вещей. Вот, спиннинги были просто свернуты веревочкой, скручены. Но в таком чехле как бы и особо не боишься за то, что спиннинги могут где-то поломаться и так далее. Так, катушка. Сейчас будем делать вид, что очень хорошо разбираемся в рыбалке. На самом деле, как бы все это так, на любительском уровне. Но если кому-то интересно, катушка Daiwa Ninja 3000. Ну, не сильно плохая, не сильно хорошая, ну, средняя катушка. По идее, надо было сделать это еще в городе. Сейчас теряется драгоценное время на вот это все. Так, ну что, здесь есть перекат. Сейчас попробуем сюда покидать. Но пока вот уже где-то минут 15 мы рыбачим, пока никакой поклевки не было. Вот, но может еще не время. Может, время не настало. Самое главное, друзья, в рыбалке это, конечно же, процесс. Так говорят, когда ничего не клюет. Вот. Так. Что, зацепился? Так как мы скидаем с берега, здесь не так глубоко. Вот такой антизацеп, блесна. Но, думаю, чтобы не кидать тоже вертушку, попробовать порыбачить на мышь. Мышей у меня есть 2 штуки. Возьмем классическую черную. Тут немножко бардак. Так, ага, она еще и с поводком. Мышка боевая. Несколько линков было поймано хороших на нее. Так. Ну, на мышь, конечно, рыбачат в основном в ночное время, в темное время суток. Вот, ну, возможно, думаю, и днем бывали случаи, когда можно было поймать рыбу на мышь. Но учитывая то, что здесь у нас
глубина не такая большая, и до переката достаточно далеко. Я попробую сейчас все немножко по течению спустить, а потом подтянуть. О, хорошо закинулось. Так, что, плывет, не плывет? Ну, вот эта штука, если была как яма, типа, вот там, может быть, под тем берегом. Вот видишь, там скатывается, течение есть, да? А с правой стороны нету. И вот нам, если заводь хорошая, там могут ночевать, отдыхать. Есть еще высокая вероятность того, что так как уже осень на дворе и обычно рыба спускается до устья перед зимовкой, и есть вероятность, что мы сейчас как бы упустили вот этот момент, мы достаточно высоко находимся. Ну, я бы не сказал, что высоко прямо по реке, но далековато от устья. Вот. Но, тем не менее, такой шанс закрыть рыболовный сезон на горной реке, на которой я еще, кстати, ни разу не был. Это первый раз я на реке Тумара, хотя она достаточно близко к городу Якутску находится. Прямо устье находится на устье Алдана, на реке Алдан. В общем, можно сказать, и Алдан, и Лена, и Тумара встречаются в одной точке, если так можно выразиться. Ну, надежду не теряем. Рыбалка, да, когда происходит с использованием вертолета, есть еще вариант такой, что целая группа, ну, если говорить о Ми-8, например, да, там до 22 человек можно забросить на горную реку вместе с катамаранами, и затем они спускаются в течение нескольких дней по горной реке, соответственно, рыбачат, отдыхают, и затем вертолет их забирает, допустим, на устье горной реки, да, то есть через несколько дней в условленном месте. Вот, ну, допустим, так как мы находимся на реке, конечно, вообще было бы идеально менять дислокацию, потому что если, допустим, в одном месте не клюет, значит в другом, ну, как бы посетить наибольшее количество мест, где можно поймать рыбу. Вот, но мы как бы сейчас привязаны к вертолету, то есть он стоит на берегу, мы отбрасываем близлежащие перекаты, то, что находится в зоне доступа. Ну вот, например, даже я бы хотел, например, перейти на тот берег, да, и покидать с той стороны переката. Там есть такое достаточно перспективное место, но этого сделать не могу, даже если у меня есть с собой вейдерсы, но вот, скорее всего, я не перейду пешком эту реку. Вот, поэтому, ну, стараемся, пытаемся, ловим, наслаждаемся тишиной. В общем, ловим последние рыбацкие, рыболовные дни на горных реках Якутии. Так, ну вот мышка у нас, получается, не работает. Либо рыбы нет, либо она спит, не хочет кушать, либо давление, пасмурная погода, направление ветра. Как сказать, луна нисходящая, восходящая, полная, неполная. В общем, куча причин есть. Но обычно, если рыба начинает клевать, то она
в целом, в общем и целом, клюет. Если нет, то либо ее тут нет, либо неподходящее время. Друзья, ну, только что я упомянул, что, допустим, во время рыбалки нужно менять место дислокации. И сейчас мы, оказывается, перелетим в другое место, чуть ближе к устью, спустимся вниз по реке. И, возможно, там найдем более-менее рыболовное место. И в чем плюс, я думаю, наш полет продлится не более 5 или 10 минут. То есть вертолет Ми-8 летит со скоростью 180 км в час, вот крейсерская скорость. Мы сюда, напоминаю, долетели за где-то около 40-50 минут. То есть вы находитесь, грубо говоря, в городе, бац, вы уже в диком месте на горной реке, стоите со спиннингом, наслаждаетесь природой. Друзья, ну что, мы спустились ниже, ниже по реке, ближе к устью реки Тумара. Сейчас те люди, с которыми мы прилетели, они рыбачат. Ну, посмотрим, если пойдет клев, то мы сразу же побежим и тоже будем заниматься рыбалкой. Но сейчас время обеденное, уже около часа дня. Кстати, очень, еще раз хотелось бы так отметить, что очень необычно, да, то есть ты с утра вроде находишься в городе, а еще до обеда находишься уже на горной реке. Ну, вот пока вот у меня как-то это не срастается в моей голове, все время постепенно это все происходит, то есть дорога на автомобиле, дорога на лодке и так далее. Ну и, соответственно, потом установка лагеря. В общем, только на следующий день, в лучшем случае, начинаешь рыбачить. Ну а сейчас еще даже не обед, но, тем не менее, чтобы подготовиться к обеду и заодно еще показать небольшой обзор, в течение этого года я не тестил этот предмет, которым можно разогреть еду, да не разогреть даже, а приготовить. Это щепочница, но я думаю, многие с ними знакомы, но тем не менее, думаю, нужно испытать на себе, как это работает и вообще, насколько быстро это кипятит воду. Но в первую очередь по размеру, да, то есть вот обычный рюкзак, и находится она вот в таком кармашке, очень плоская, по весу, ну, видимо, зависит от металла, конечно, но я думаю, чем тяжелее, тем толще металл. Ну, тут такой вес, я потом давайте точно взвешу дома и напишу уже на экране. Выглядит это таким образом. Такой небольшой конструктор. И сейчас с помощью него попробуем развести огонь и, соответственно, вскипятить воду, чтобы заварить лапшу.
Так, у нас ветер идет с той стороны. Здесь есть небольшое такое корневище, ну, то есть дерево, да, сваленное. И оно будет служить нам некой такой ветрозащитой. Так, ну, я думаю, поставим вот здесь немножко разровнять площадку. Так, и я ее, по-моему, собирал только один раз, когда приобрел. Так. Ну, я так понимаю, что вот это у нас сама, как бы, дверца, если так можно сказать, этой мини-печки. Так, это, видимо, задняя стенка. И вот боковые. Ну да, кстати, вот сейчас ребята правильно отметили, что это мини-мангал. Но, как бы, у нее есть название, называется щепочница. Сейчас будет шоу. Так. Скорее всего. Я думаю, в любом случае здесь есть какой-то определенный алгоритм сборки. Но вот если бы у меня, конечно, было больше опыта в этом. Так. Но, как говорится, если что-то не будет получаться, то будем собирать по инструкции. Но инструкции, кстати, нет. Так. О! Так. Какая-то часть тут несущая. Ага, значит, еще и по месту расположения критично это все. Так, и ставятся последние две направляющие. Так, ну, в общем и целом, без определенного опыта сборки, сколько минут? 3, да, ушло на сборку. И сейчас надо найти щепки. Немножко влажноватый, ну, посмотрим. Несомненный плюс перед костром, я думаю, если это все будет сейчас работать. Да, вот очень мокрое все. То, что нужно гораздо меньше топлива. Ну, грубо говоря, простые щепки. Специально мы не выбирали это дерево. Дерево лежит на берегу реки. И, скорее всего, ну, как-то так, по ощущениям не очень сухое. Посмотрим, как это будет работать. Так. Накидаем щепок. Так, мы прямо вот здесь, не отходя от кассы, увидели березу, но она очень сырая, но береста есть. Думаю, тут достаточно какого-нибудь такого сена. Так, ну что, пока мы разжигали нашу щепочницу, был пойман маленький таймишонок, которого отпустили, но, значит, рыба есть. Так, ну а я сейчас, давайте, принес 700 миллилитров воды, пусть это у нас постоит. Надо, я думаю, еще посильнее разжечь, чтобы она так хорошо занялась огнем. И затем поставим и засечем время, сколько минут потребуется на то, чтобы вскипятить 700 миллилитров воды. Дровишки у нас совсем сырые. Очень, конечно, хорошо, что не надо бегать за дровами, там разжигать костер, но что-то, видимо, нужно набраться опыта с данной печкой, щепочницей.
Так, ну что, щепочница у нас разгорелась. Ставим нашу кружку. 700 миллилитров. Засекаем время. Сейчас время на часах 1:05. И посмотрим, через сколько минут вскипит вода. Так, а я пока схожу за щепками, да? Далеко ходить не надо. Вообще, конечно, горелки на газовых баллонах, они тоже достаточно капризные. Сейчас температура около 0 градуса. И не всякий баллон там может это как бы выдержать. То есть они обычно охлаждаются и перестают давать газ. Вот этот способ, вам не надо с собой ничего возить, там никакие баллоны, никакого топлива, щепки, слава богу, везде есть. В принципе, можно, я думаю, даже приготовить что-то покрупнее, побольше. Теплоотдача хорошая. Ну, это, как так сказать, мини-костер. Вот. Главное его вовремя поддерживать и подкидывать дрова. В нашем случае маленькие веточки. Плюс, конечно, несомненный то, что не надо возить эти газовые баллоны, но с другой стороны, вроде как даже маленький костер, но дым лезет прямо в глаза. И нужно часто подкидывать туда дровишки. Вся щепочница, она выдает такой большой огонь, короткий промежуток времени. Вот, и нужно все время поддерживать этот уровень, то есть практически все время находиться около нее. Но сейчас у нас уже прошло 7 минут. Ну, вода уже видно, что хочет закипеть. Сейчас, видимо, вот те щепки, которые я сейчас подкинул, они когда дадут огонь, думаю, вода уже вскипит. Ну, ставлю где-то на 10 минут. Посмотрим. Кстати, надо также отметить, что кружка у нас без крышки. Крышка у нее есть, но она пластиковая. Поэтому кипятим так. Ну, значит, с крышкой чуть быстрее будет. Конечно, нет ничего лучше скипятить воду на дровах и заварить доширак. Я шучу, конечно, это просто, чтобы не пропадала даром вода, которую мы вскипятим. Вот сейчас уже видно, что очередная порция дровишек у нас разгорелась. По времени я немного ошибся. Уже на данный момент прошло 14 минут. И вода еще пока... вот-вот должна закипеть. Сейчас эти дрова тоже затухнут. Не знаю. Закипает уже. Закипает, но медленно. На углях. Ну что, друзья, прошло 20 минут, вода закипела. Это можно списать еще, наверное, на неопытность. Первый раз я пользуюсь щепочницей. Так вот уже сделал вывод, что постоянно надо туда просто подкидывать новые и новые щепки. Нет такого, как в печке, да, положил дрова и все, и они там горят. Тут все происходит гораздо быстрее, поэтому, думаю, может минут за 15, может даже за 10 есть вариант на сухих щепках вскипятить воду. Сейчас у нас результат 20 минут с открытой без крышки, и уже можно, вода уже бурлит, самое время заварить лапшу. А в лапше уже что-то тут попадало.
кулинарная страничка. Ну, еще и на кружку чая хватает. Так, друзья, да, чтобы вы не подумали, что только доширак мы едим. Вот, с собой из дома взяли мясо с картошкой, яйца вареные, хлеб, чай. Все есть. Есть даже стульчик. Кстати, по-моему, никогда не снимал, как он разбирается. Вот так. Оп. Ну, в целом, этот стул пережил сезон. Был и в Моми, в Аймиконском улусе, на Белянке, где только не был. Я его беру только из-за его компактности. Так, простота складывания. Ага, не с той стороны сделал. Не очень просто теперь выглядит, да? В целом показал себя неплохо. Рама у него алюминиевая. Все. Можно сесть, как белый человек, и покушать доширак. Кстати, он на камнях не садился еще ни разу. Так, а у нас этот доширак, кстати, тоже побывал, по-моему, пережил пару поездок. Такое ощущение, что вода выливается из коробочки. Поэтому надо быстрее кушать. На фоне вертолета. Начнем рыбалку на новом месте после вкусного обеда. Здесь уже немножко перспективней, тут сразу идет глубина, соответственно, можно бросить и такой вот плесну. Чтобы вы, друзья, знали мой оптимистический настрой, я надел на голову экшн-камеру. Ну, вдруг что-то будет ловиться. Вообще, вот блесна, они все разные, все идут по-разному, на разной глубине. Вот обычно где-то несколько первых бросков, они такие, как пристрелочные, чтобы понять, на каком уровне держать спиннинг, с какой скоростью тянуть и так далее. Но этот, кстати, спиннинг, я сейчас думаю, что он достаточно такой большого теста, 50-120, но зато очень длинный. Хорошая длина, 2,5 метра. И дает возможность закидывать как бы подальше. Сейчас хочется попробовать вот закинуть вот эту вот уточку, утенка. У нее плюс перед мышкой в том, что она еще как бы лапками работает по воде. И в целом это даст посмотреть, если даже рыба не клюнет, ну не сможет, да, то есть, потому что здесь вот видите, крючки вот так вот исполнены, в отличие от мыши, у которой 2 крючка снизу. Но, тем не менее, если будет какой-то удар, значит, есть активная рыбка, и можно будет надеть мышь. Ну, как-то по опыту, мне кажется, вот этот утенок, он как бы более эффективен в плане выявления рыбы, чем та же мышь. В общем, посмотрим, не будем загадывать, как говорится.
Испытанно на себе превращается в диалоги о рыбалке, да? Ну давай, утенок. Ну и плюс утенка в том, что он так же, как и мышь, идет поверху, не цепляется за камни. Ну, еще один раз закинем. И перейдем на блесна. Но, несмотря на свою активность, такую достаточно привлекательность, я бы сказал, для рыб, утенок не оправдал своих наших надежд. Поэтому сейчас поменяем, поставим классические блесна. В одном из прошлых выпусков, если вы следите за нашей программой, когда мы ездили на Лямпушку, там познакомился с одним способом, вот когда у вас зацеп, то есть как сейчас, да, он называется гитара, то есть работает где-то в 50%, ну может даже чуть побольше. То есть вам, ну, у нас сейчас тем более лодки нет, и где-то там в глубине блесна зацепилась. Способ, значит, заключается он в следующем. Берете фрикцион, закручиваете полностью, чтобы он не отыгрывал. После этого натягиваете спиннинг и как бы как струну оттягиваете вот эту леску и вот так стреляете. Не получается. Наш вертолет проделал еще небольшой путь. Мы теперь уже точно прямо на устье реки Тумара. Но здесь тоже попытаем удачу. Есть вероятность, что вся рыба уже, скорее всего, где-то вот в этих местах. Ну, хотелось бы, по крайней мере, на это надеяться. Здесь достаточно сильный ветер, ну, как это обычно и бывает в устье Алдана. Волнение на реке, видимо, поэтому особо не было видно водомоторных, водометных лодок. Вот, ну, можно сказать, такой полушторм на реке. Ну, а мы, соответственно, рыбачим. Ну что, друзья, до нашего отбытия обратно в город Якутск остается буквально считанные минуты, где-то минут 20-30, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, что можно сказать? То есть, даже несмотря на то, на каком транспорте вы добираетесь до места рыбалки, на вертолете, само собой, можно улететь в такие места, где еще не ступала нога человека. Но, тем не менее, все на рыбалке зависит, конечно, от многих факторов. И вот сегодня нам всей вот командой удалось поймать только маленького таймишонка, которого мы отпустили, конечно же. Вот, и я, по крайней мере, не поймал ничего, даже не было поклевок. Но, кстати, вот из плюсов сейчас у меня был опять зацеп, и гитара сработала. Вот, ну, опытом набираемся, конечно. Ну, возможно, сегодня не тот день. Да, то есть, ну, не может быть так, что у такого большого количества рыбаков не было поклевки, никто не поймал рыбу. Либо она в другом месте находится, либо спит, как я уже говорил. Там очень много факторов. Если углубляться это и становиться профессионалом, то, не знаю, можно написать, наверное, кандидатскую. Ну и в свою очередь хотелось бы выразить благодарность авиакомпании «Лидер» за помощь в проведении съемок, за то, что вывезли нас на горную реку. Тем более, что на Тумаре я еще ни разу не был. Вот, ну, можно поставить галочку. Здесь, конечно, я бы не сказал, что это очень такой доступный вид отдыха, но, тем не менее, люди, которые, допустим,
ну, у которых ограниченное количество времени, да, но хорошие возможности, они с огромным удовольствием пользуются такими турами. То есть вы буквально на дорогу, ну, мы сегодня вот потратили меньше 40 минут и оказались где-то около 50-60 километра реки Тумара. А когда взлетали, я видел уже горы, заснеженные вершины, уже скоро зима, друзья, поэтому не теряйте времени, если есть возможность, выезжайте на природу. Скоро наступит лютая наша якутская зима, и мы будем сидеть дома, попивать чай и смотреть такие вот передачи, воспоминания с отпуска, лето, рыбалка, отдых. Ну и я напомню, что это был проект «Испытан на себе» на телеканале Якутия 24. И сегодня мы с вами съездили на рыбалку на вертолете.